Говорит Владикавказ. Предлагаем вашему вниманию очерк «Полковник Ксантий». Это рассказ о легендарном человеке, профессиональном разведчике, мужественном солдате, видном военачальнике, генерал-полковнике, герое Советского Союза Хаджи Умаре Джиоровиче Мамсурове. Эту песню сложил благодарный народ о своем славном сыне. Москва, 24 июня 1945 года. Исторический, легендарный парад Победы. Генералу Хаджи Умару Мамсурову выпала высокая честь командовать на параде сводным батальоном кавалерийского корпуса. Трудно сказать, о чем думал Хаджи Умар Мамсуров в эти волнующие минуты, шагая по Красной площади. Может, вспомнил свое родное осетинское село Ольгинское, своих родителей, сельских мудрецов, которые дали ему путевку в жизнь. А может, перед его глазами встали жаркие бои под Мадридом в далекой Испании, или встречи с классиком мировой литературы Хемингуэем, или как с писателем Ильей Эренбургом ходил в горы Испании к баскским племенам, или вспомнил суровую зиму финской войны. А может, вспомнил утро 29 мая 1945 года, когда в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении генералу Хаджи Умару Джиоровичу Мамсурову звания Героя Советского Союза. Наградной лист, подписанный командующим Первым Украинским фронтом маршалом Советского Союза Коневым, гласит: «Дивизия во главе с генералом Мамсуровым в период боев с 15 апреля 1945 года с честью выполнила поставленные задачи. Умелыми маневрами по тылам противника она только за 20-24 апреля уничтожила 1230 вражеских солдат и офицеров, 3 тяжелых танка, 11 бронетранспортеров и много другого вооружения. Взято в плен 574 солдата и офицера. Захвачено 8 паровозов, 250 вагонов, 17 складов с вооружением, боеприпасами и военным имуществом, 40 тракторов и тягачей, 480 автомашин, 1700 лошадей и 350 повозок. Освобождено 2 лагеря с военнопленными и заключенными общим количеством 15 650 человек. Лично товарищ Мамсуров в боях по неотступному преследованию противника проявил себя храбрым генералом.
неустанно руководя боем частей в сложных условиях обстановки. За прорыв современной оборонительной полосы противника, успешную организацию его преследования, за личную храбрость и мужество товарищ Мамсуров Хаджиумар Джиорович достоин высокого звания Героя Советского Союза. А теперь слово автору передачи Борису Фарзынову. В далекие годы я как-то прочитал книгу писателя Ильи Иренбурга «Годы, люди, жизнь», где упоминалось имя Хаджи Мамсурова. Иренбург писал, что совсем недавно встретился со своим старым другом по Испании, Хаджи Мамсуровым, и был неожиданно удивлен о том, каким образом выжил этот мужественный человек. Эти слова писателя запали в мою душу. Мамсуров стал для меня национальным героем, каким-то божественным человеком. А когда в книге генерала армии, дважды Героя Советского Союза Павла Ивановича Батова в походах и боях прочитал такие строки: «В Испании наш дорогой Ксантий, псевдоним Мамсурова, помогал защитникам республики организовать разведку. К сожалению, еще не настало время, чтобы в полный голос рассказать о деятельности этого человека. А когда настанет, люди будут читать и удивляться, радоваться тому, что среди нас живут такие натуры, то Мамсуров стал для меня человеком-легендой. Я, как и многие мои коллеги, журналисты, мечтал когда-нибудь встретиться с этим легендарным человеком. И такой случай представился. В июньские дни 1965 года Хаджи Мамсуров приехал в родную Осетию уже в звании генерал-полковника. Об этом мне сообщил мой коллега-журналист Мурат Мамсуров, который до этого был хорошо знаком со своим однофамильцем Хаджи. Остановился Мамсуров в гостинице «Кавказ». Утром вместе с Муратом пришли к нему в номер. Перед нами стоял человек, легенда в форме генерал-полковника, коренастый, подтянутый, с темными глазами и приятным круглым лицом. Своего брата я сразу узнал, с какой-то теплотой произнес Хаджи: «А вот вас первый раз вижу. Как ваша фамилия?» Обращаясь ко мне, спросил он. «Фарзынов», — ответил я. «Фарзынов, Фарзынов», — дважды произнес Хаджи и добавил: «У меня был хороший друг Заурбек Фарзынов. Вместе Краснодарское кавалерийское училище окончили. Затем он махнул в авиацию, храбрым летчиком был. Берлин бомбил в 1941 году. Стал начальником авиационного училища, готовил боевых пилотов для фронта. Мы и тогда дружили. Где он сейчас?» Неожиданным вопросом закончил свой рассказ Хаджи. Я объяснил ему, что хорошо знаю Заурбека Фарзынова, но он сейчас с семьей отдыхает на берегу Черного моря. В 10 часов с Биларом Кабалоевым должны поехать в Кармадон. Посмотрев на часы, произнес генерал и начал собирать вещи. «А как же столетний юбилей Олгинского? Готовится большая радиопрограмма. Хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов односельчанам, особенно пожилым людям на родном языке. Дом радио рядом, долго вас не задержим». В один голос попросили Хаджи. Он улыбнулся, обратно положил вещи, взял телефонную трубку, позвонил Кабалоеву и объяснил ему просьбу журналиста в радио. И вот мы в студии. Генерал Мамсуров, журналисты Ахрубек Магометов, Мурат Мамсуров и я. Обращаясь к олгинцам на осетинском языке в связи с столетним юбилеем, Хаджи тепло, сердечно поздравил односельчан
с праздником, напомнил им, что ольгинцы всегда отличались трудолюбием, патриотизмом, интернационализмом, твердо и последовательно соблюдали лучшие традиции и обычаи своего народа. Эта запись хранится в архиве радио. После этого мы попросили Хаджумара Мамсурова поделиться с радиослушателями о событиях далекой Испании. Сегодня я предлагаю вашему вниманию фрагмент беседы журналистов с Хаджи Мамсуровым 30-летней давности. Партия меня послала в 1936 году в Испанию с задачей помочь испанскому народу бороться против фашизма. У меня был некоторый опыт и знания были. Я с радостью согласился, но приехал, испанский язык я не знал, но очень быстро начал осваивать его. Язык очень легкий. И испанцев, которые не знали, кто я такой, что я русский и из России. Значит, это они не знали. Они меня принимали, сами испанцы, за баска. Такая народность есть в горах там на севере Испании. Вот. А потом кое-кто принимал меня за, значит, болгарина, значит, который добровольно приехал. Кстати говоря, фамилию, там, под которой меня знали и которую я имел, тоже была такая македонская фамилия Ксанти. Через короткое время я уже настолько освоился, что смело мог, значит, поскольку я все-таки был грамотный человек, по карте всю местность прилегающую я уже изучил, а где обошел пешком, и действовал совершенно свободно. Несмотря на героическое сопротивление испанского народа, все-таки немцам, фашистам, гитлеровцам и итальянцам Муссолини удалось, при их помощи, фашистам удалось вплотную подойти к Мадриду. Вот в решающий момент я могу сказать своей заслугой по указанию, конечно, руководства Компартии Испании принял меры перед этим недели за две, за полторы к формированию рабочих отрядов из рабочих Мадрида, отрядов для того, чтобы оборонять город. Дело в том, что в ходе боевых действий войска, которые вели бои против фашистов, частью были разгромлены, республиканские. Они были еще плохо организованные войска. А частью отошли в других направлениях и оставили голый Мадрид, голый город. И по существу некому было воевать, оборонять город. Кроме вот тех отрядов, которые я сформировал и которые, значит, обучал примерно около 5-6 дней. Но, значит, трудно так сказать, как оборонять. Почему? Потому что оружия не было. Вот у меня было таким образом создано около 40 тысяч человек, рабочих, в этих отрядах. Причем первое время, когда они были сформированы, они задачей имели рыть укрепления на подступах к Мадриду. И когда части республиканские отошли или были разбиты фашистами, то получилось так, что эти рабочие, безоружные, единственная сила, которая осталась, значит, оборонять город. Я доложил об этом руководству Компартии, и, значит, руководство приняло очень срочные, серьезные меры по вооружению этих отрядов. Я взял на себя обязанности руководства этими отрядами по обороне Мадрида. Больше того, значит, внутри руководства нашего, значит, были очень большие разногласия по вопросу, оборонять Мадрид или не оборонять. Может, лучше сдать город, чем... Потому что большой очень город и съедает силы. Там целую армию приведи, его в городе не видно. Когда меня спросили, я категорически
выступил против сдачи города фашистам. И сказал, если мы или вы, руководители, вынесете решение такое о сдаче города, то имейте в виду, что вы потеряете опору. Рабочие вас не поймут, и рабочие все равно не сдадут город. Я знал настроение рабочих, поскольку общался с ними. К счастью, вот так меня послушались. И в результате вот такого моего мнения, значит, которые подтверждали и мои все помощники, которые там были по этим делам, испанские товарищи, значит, то главное руководство согласилось с нашим мнением и одобрило наше мнение. И вот самые трагические дни Мадрида, это 5 ноября, 6 ноября, 7 ноября. Есть такой снимок у меня дома. Значит, случайный снимок, снял его Кармен. Есть такой кинооператор. Вот там мы снялись 7-го, они приехали, значит, Кармен и все уехали оттуда. Я один остался там руководить обороной 6 ноября. А 7-го приехали, значит, Кольцов, вот Кармен, и мы снялись, вернее, Кармен снял нас, у меня есть такая фотокарточка до сих пор. Случайно снял, между прочим, так, даже не знаю, значит, в такой тревожный день, все думали, что в этот день фашисты стремились захватить город в этот день, верно? И ничего у них не вышло. Кстати, вот мы сами журналисты, так? И вот с кем вы тогда встречались, общались? Кто с вами вот все время находился? Из наших товарищей, значит, вот с Кольцовым близко общался, с Кармен, вот Роман Кармен, значит, целый ряд наших других товарищей. Был такой Берзин, главный военный советник. Это мой начальник, мой руководитель вообще. Вот нынешний министр обороны Малиновский, маршал теперешний, значит, главный маршал артиллерии Воронов, значит, Мерецков маршал и много других товарищей, которые потом, значит, для укрепления Испании съезжались, и мы образовали такой коллектив, который очень дружно, не покладая рук, как говорят, день и ночь, по несколько суток не спали просто. Вот лично, что меня касается, то в Мадриде весь период оборонительный, основной оборонительный период, я, наверное, спал в 5-6 дней один раз по 3 часа или 4, не больше. Ну, я встречал и Хемингуэя встречал. Вот именно о журналистах, вот с кем, с корреспондентом встречались? Видите, корреспондентов, желающих встречаться со мной, было много там. Как и сейчас, вот, да? Да. Сейчас это легко, а там это было. Мне просто, почему я об этом говорю, потому что охотились, и Хемингуэй, собственно, вокруг меня ходил все время. Ему рекомендовал меня Кольцов, чтобы поговорить со мной. Вот Хемингуэю вы все же уделили Да, внимание, время. трое суток я больше не выдержал, и потом он приезжал туда ко мне, значит, на фронт тоже. Но я, откровенно говоря, так как я не знал его, кто он такой особо, я остерегался особенно распространяться о своих делах, тем более я никогда не говорил. Вот. Но тут произошла такая вещь, что у меня там после уже, когда Мадрид укрепился, после мадридских боев основных, значит, я уже тогда по рекомендации, значит, руководства испанского переключили меня на руководство партизанским движением Испании. Вот я и руководил всем партизанским движением Испании. После той встречи с Хемингуэем вы больше с ним не встречались? Встречался. Мимолетно, раз-два он ездил по частям во время боев, операций всяких. Но он искал, конечно, со мной общение, искал все время. Но я по характеру своей работы, повторяю, я его мало знал
и считал невозможным особенно распространяться с ним по этому вопросу. Я даже больше того скажу, когда я узнал, что эти два изгнанных, значит, человека в какой-то сфере попали в его орбиту, в его, значит, с ним, мне стало известно это. Я еще более настороженно и чувствовал себя. Вот Эренбурга я читал. Вот об Оренбурге. Эренбурга я читал, все-таки был пожилой человек тогда уже. И он ходил пешком со мной в день, наверное, километров по 30-40. Правда, обувь у нас такая была, значит, из веревки плетеная обувь, лапти. И еще, почему я думаю, что он все-таки очень смелый человек. Я думаю, что сам лично мне он этим не понравился, и этим меня и расположил к себе. Так бы я, конечно, и не стал с ним особо и разговаривать и так далее, потому что в партизанских делах требуется сохранение тайны, и поменьше говорить, побольше делать. А он меня расположил вот своей, будучи пожилым, своей храбростью, своей смелостью. Потом он меня попросил, чтобы я его повозил, значит, по другим партизанским частям. Я его возил, вот он очень интересовался, потом возил его во всем этом, это крестьянский район. Дело в том, что во всей почти вот Южной Испании стихийно, без всякого руководства сверху, стихийно образовывались колхозы. И я должен сказать, что крестьянство очень охотно само участвовало в колхозном строительстве и в работе, в организации колхоза, и в работе колхоза. И вот Оренбург, я его повозил по этим всем местам, значит, он очень доволен остался этим, он разговаривал, ездили мы и в анархистские колхозы, он их там разоблачал, значит, было очень интересно. Интересно было вообще наблюдать все эти разговоры его и реагирование от этой массы, значит, на его разговоры. Почему? Потому что анархисты, многие знали его как бывшего анархиста. Понимаете? Многие читали его произведения. И поэтому почти в каждом селе, где мы приезжали, 1-2 человека всегда находился, который читал его произведения. И поэтому его разговор в результате этого имел большое впечатление, производил на слушателей, на испанцев. Это только отдельные эпизоды из героической жизни легендарного Ксанти в далекой Испании. Что же было дальше, когда закончилась беседа и мы все покинули студию? Дело в том, что пока мы беседовали с Хаджи, наши коллеги сообщили журналистам редакции газет и телевидения о том, что Мамсуров находится в Республиканском радиокомитете. Они моментально собрались сюда и заполнили большую концертную студию. Увидев такую картину, Хаджумар Мамсуров зашел в зал, все встали и стоя аплодировали ему. Что оставалось ему делать? Тепло поблагодарив журналистов, Мамсуров начал рассказывать интереснейшие эпизоды из периода Великой Отечественной войны, в которых сам лично участвовал. Почти 3 часа длилась беседа. Вопросов было много, и на них Хаджи отвечал откровенно, убедительно и с высоким знанием дела. К сожалению, эту встречу записать на пленку Мамсуров категорически запретил, хотя была подготовлена радиоаппаратура. Видимо, многие вещи, о которых он говорил, были еще государственной тайной. Полковник в отставке, бывший начальник политотдела прославленной дивизии Никита Игнатьевич Глушко написал замечательную книгу воспоминаний «Наш комдив». Никита Глушко, кавалер многих боевых орденов и медалей, участник исторического парада Победы, вместе с Хаджи Мамсуровым прошел героический путь
до полного разгрома фашистской Германии. Поэтому у него есть что вспомнить о своем легендарном командире дивизии Хаджи Мамсурове. Никита Игнатьевич, когда вы познакомились с Хаджи Мамсуровым, несколько слов об этом. Я с Мамсуров познакомился, когда наша Красная Армия или советские вооруженные силы разгромили фашистов под Сталинградом. Поэтому фашисты хотели взять в реванш за Сталинград. И они бросили лучшие технические силы. И танки, и самолеты. И вот в это время к нам приезжает командовать новый командир дивизии Хаджи Умар Дёрович Мамсуров. Какова была обстановка в тот период времени? Наша вторая гвардейская, ордена Ленина, дважды краснознаменная, ордена Богдана Хмельницкого находилась под Москвой. А когда положение значительно ухудшилось в направлении Харькова, то нас перебросили под Харьков, в район Балаклея. 2 полка нашей дивизии находились в районе Донбасса. А здесь остался 1 4-й гвардейский кавалерийский полк и артиллерийский дивизион. И вот в этих тяжелейших условиях Мамсуров сумел наладить связь всеми полками, а через определенный период времени они тоже пришли в район Балаклея, и за 5 дней мы отстояли Балаклею, не пропустили фашистов в Харьков, потому что Гитлер приказал взять Харьков. И вот Мамсуров Хаджи в этих первых боях показал умение руководить дивизией, полками. И когда закончился бой, командир корпуса, генерал-лейтенант Баранов, он сказал, что Мамсуров — это наш командир, кавалерийский командир. Он умеет понимать душу солдатскую, офицерскую. И они его приказ выполняли, значит, с честью. И каждый солдат узнал, что Мамсуров водил писарей, коноводов в атаку, потому что десантный батальон высадился. Вот это эхо раздалось по всей нашей дивизии. И вот говорят солдаты, вот это командир. И поэтому они считали долгом выполнять его приказ, потому что командир у нас герой. Так мы с ним прошли до начала 43-го года и до победы над Германией. Хаджи Умар Мамсуров ушел из жизни весной 1968 года. Он унес с собой много тайн, недосказанного, нераскрытого, необнародованного. Может, в этом воля и сила, красота и неповторимость этого человека. Эта запись сделана на Новодевичьем кладбище в Москве, когда хоронили Хаджи Умара Джуоровича Мамсурова. На похоронах была и делегация Северной Осетии во главе с председателем Совета министров республики Олегом Александровичем Басиевым, ныне покойного. Включаем запись выступления Басиева. Дорогие товарищи, скорбная весть о безвременной кончине нашего прославленного земляка потрясла трудящихся
Северной Осетии. Словами не передать тяжесть той огромной утраты, которую переживает сейчас наша Осетия. Нет больше героического сына нашей великой Родины, участника 4 войн, прошедшего путь от рядового красногвардейца до талантливого начальника нашего дорогого Хаджи. Имя его овеяно легендами. Не о всех его подвигах и ратных делах мы еще знаем, товарищи. Так уже сложилась его судьба. О нем много написано, хотя имя его не всегда упоминалось. Им часто восхищались, хотя порой истинную его фамилию знали только единицы. Ему поручались ответственные задания, и он их выполнял, как говорится, не называя фамилии. Легендарные подвиги нашего дорогого Хаджи описали в своих произведениях Эрнест Хемингуэй и Михаил Кольцов, Илья Эренбург и Роман Кармен. Хаджумар Джиорович был скромный, скупой на слова человек, но щедрый на подвиги человек. Его мужество отмечено высшей правительственной наградой воинской доблести званием Героя Советского Союза. Все свои знания, свой большой опыт военачальника Хаджумар Джиорович заботливо передавал своим многочисленным питомцам. Где бы он ни служил, какие бы обязанности не выполнял, он полностью отдавал себя благородному делу укрепления боеготовности наших вооруженных сил. Герои не умирают, они живут в делах живых. Горцы говорят, звезда исчезает с небосклона, но след ее еще долгие века виден людям. О героях, прославивших народ, благородные горцы слагают песнь. Дорогой наш Хаджи, песня о тебе многие годы будет звучать в горах и ущельях нашей родной Осетии. Снова включаем запись воспоминаний Никиты Игнатьевича Глушко. Никита Игнатьевич, вы возглавляли политотдел вот этой легендарной дивизии, Мамсуровской дивизии. Что бы вы еще могли вспомнить? Был у нас такой случай, это под Киевом. Командир первой гвардейской кавалерийской дивизии нашего корпуса прибежал к Мамсуру и говорит: слушай, дружок, помоги, потому что штаб дивизии разогнали немцы. Помоги. Он говорит: хорошо, друг за друга стой, выиграешь бой. Ну и вот, пошел один полк, там 8-й гвардейский, значит, выполнять эту задачу. Затем пошел выполнять эту же задачу и 8-й полк. А немцы разведали, разнюхали это и повели наступление на наш штаб. Это было примерно в 4 часа утра. Мамсуров находится на танке Т-34. Я так недалеко от него под дубом сижу. Я говорю: ну как дела, Хаджи? Да хорошо. В это время начальник штаба Валерий Михайлович Демидов говорит Хуриеву, а Хуриев-то отсюда, Хашби. Да, он отсюда. Слушай, ты же его земляк, пойди ему скажи, чтобы он хотя бы с танка ушел, за танк или в танк бы сел, а то мишень. Он прибежал, Хуриев: товарищ полковник, вы бы за танк или что? Чего? Ну, вы немножко, так сказать, спрятались бы, а то мишень-то большая. Тебя, наверное, послал Демидов? Говорит: так точно. Демидов меня послал. Я думал, что ты боевой парень. Ты же начальник разведки 8-го полка. Затем, что же получилось? Пришел он к Демидову. Демидов спрашивает: ну, что он сказал? Да вы знаете, он мне говорил на осетинском языке, и поэтому не переводится на русский язык. У Хаджи Мамсурова было много друзей среди разных национальностей. Он крепко дружил с авиаконструктором Артемом Микояном и его семьей.
Хаджи навсегда связал свою работу в разведке с Туманяном. Не раз им приходилось выполнять самые сложные ответственные задания. И только близкий человек мог сказать такие слова у гроба своего друга, когда провожали в последний путь Хаджи Мамсурова. Вот что говорил генерал-лейтенант Туманян. Хаджи Мамсуров был на редкость особенным, единственным, своеобразным и неповторимым. И это мы понимаем не только сейчас, в эти скорбные дни и горестные дни и часы и минуты расставания с ним. Его обаяние, его душевная и мужественная красота, его особая открытая дружеская улыбка. Кто из нас, его друзей и его товарищей, не чувствовал себя лучше, радостней, встретив Хаджи, поговорив с ним? Хаджи плохо чувствовал себя в последние годы. Он это скрывал, он это не говорил. Мы теперь понимаем, насколько он себя плохо чувствовал. И все равно, встретившись, он находил каждому из нас теплое слово дружбы и совета. Многие из нас знали Хаджи по гражданской войне в Испании, по фронтам Великой Отечественной войны, бурные периоды и мирные дни истории нашей Родины. 44 года тому назад, в одно пасмурное осеннее утро, мы впервые встретились с тобой, дорогой мой друг Хаджи. Ты возмужал и вырос, стал известным и большим человеком, Хаджи. Гордостью не только своего осетинского народа. Прощай, наш дорогой друг и товарищ. На этом мы завершаем наш радиорассказ о легендарном Хаджи Мамсурове. Хотим лишь напомнить, что Родина высоко оценила ратные подвиги Хаджи Умара Джиоровича Мамсурова, наградив его золотой звездой Героя Советского Союза, 3 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Суворова, Кутузова, Отечественной войны и многими медалями. Пройдут десятилетия и века. Но имя пламенного патриота России, разведчика и военачальника, храброго и мужественного солдата русской земли будет жить в сердцах и памяти благодарных потомков. О Хаджи Мамсурове будут написаны новые книги, сложены новые песни, потому что он заслужил этого, доказал всей своей жизнью. Пусть эта песня звучит вечно.
Вы слушали радиорассказ «Полковник Ксанти». Передачу подготовил Борис Фарзинов, звукооператор Мадина Вазиева, текст читала Наталья Кочинова.